Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Начался священный месяц Рамадан. Более 75 тысяч человек впервые проголосуют на выборах в Меджлис Туркменистана. Россия может увеличить количество рейсов в Туркменистан и другие новости. В Туркменистане начался священный месяц Рамадан, в течение которого от рассвета до заката мусульмане соблюдают пост Ораза. В четверг в мечетях страны прошли первые коллективные намазы. В этом году Рамадан в Туркменистане продлится до 20 апреля. Скачать календарь сухуров и ифтаров пост Рамадан для жителей Туркменистана можно на сайте Туркменпортал. Количество избирателей на предстоящих выборах в Меджлис Туркменистана, которым исполнилось 18 лет и которые будут голосовать впервые, составляет 75 606 человек, говорится в сообщении ЦИК Туркменистана. В эти дни в стране продолжается подготовка к выборам депутатов Меджлиса, членов вилаятских, городских и трабских халк-маслахаты и генгешей, которые назначены на 26 марта. Напомним, что в выборах участвуют Демократическая партия Туркменистана, партия промышленников и предпринимателей и Аграрная партия. Росавиация запросила у российских авиакомпаний предложения по запуску новых и увеличению количества существующих рейсов по ряду направлений. Помимо Туркменистана, Росавиация предлагает российским авиакомпаниям увеличить количество рейсов еще в Азербайджан, Беларусь, Индию, Армению, Иран, Киргизстан, Казахстан, Турцию, Таиланд, Таджикистан, Венесуэлу, Кубу, Египет и Узбекистан. На сегодняшний день Россия и Туркменистан связаны прямыми рейсами двух авиакомпаний. Авиакомпания «Туркменистан» выполняет регулярные рейсы из Ашхабада в Москву и Казань. Российский перевозчик S7 Airlines летает по маршруту Москва-Ашхабад-Москва 2 раза в неделю. Сердар Бердымухамедов подписал закон Туркменистана о городе Аркадак, определяющий правовой статус города, а также юридические, организационные и другие основы деятельности органов государственной власти. Согласно новому закону, для города Аркадак устанавливается особый правовой статус – город государственного значения. Полностью ознакомиться с законом Туркменистана о городе Аркадак можно в официальной прессе. В Республике Корея планирует построить самое большое в мире колесо обозрения без спиц – Сеульское кольцо высотой 180 метров. Колесо будет выполнено в виде кольцевой трубы, внутри которой за счет магнитов по закругленным рельсам движутся кабинки с панорамными стеклами. Внутри колеса будет расположено 36 кабин на 25 человек. По предварительным подсчетам, пропускная способность аттракциона составит до 12 тысяч человек в день. Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана опровергло ложную информацию, распространяемую в социальных сетях, о скором сильном землетрясении на территории страны. На сегодняшний день ни в одной стране мира не существует технологий, которые могли бы спрогнозировать дату или даже приблизительное время землетрясения. В силу того, что Узбекистан находится в сейсмоактивной зоне, подземные толчки иногда происходят. Так было всегда, подчеркнули в ведомстве. Сборная России по футболу сыграла в ничью с командой Ирана в товарищеском матче. Матч прошел в Тегеране и завершился со счетом 1-1. Российский полузащитник Антон Миранчук открыл счет с пенальти на 28-й минуте. На 47-й иранский нападающий Мехти Тареми забил ответный мяч также с 11-метровой отметки. В заключительном матче 1/4 финала Кубка Азии по пляжному футболу сборная Омана обыграла КНР со счетом 11-0. Таким образом определились все полуфиналисты турнира. Ранее Кувейт разгромно проиграл действующим чемпионам Азии сборной Японии, Иран обыграл Бахрейн 10-0, а хозяева турнира команда Таиланда уступила вице-чемпионам континентального первенства сборной Объединенных Арабских Эмиратов 2-4. В полуфиналах ОАЭ играет с Японией, а Иран встретится с Оманом. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.